Совместный товарооборот между Россией и Перу за прошлый год составил около 700 миллионов долларов. Это явно не предел, тем более есть на что ориентироваться. Так, например, торговые отношения России и Китая в прошлом году превысили 60 миллиардов долларов. Хотя и это тоже не предел, согласились Владимир Путин и Си Цзиньпинь. Хорошим толчком для экономик двух государств может стать китайский проект экономического шелкового пути, который свяжет страны Азиатско-Тихоокеанского региона с Евразийским экономическим союзом и протянется дальше в Европу. Все, что мы делаем, это делаем недаром, потому что мы фиксируем улучшающуюся динамику торгово-экономических связей. Это касается и продуктов высокой степени переработки, это касается высокотехнологичных сфер производства. По всем этим направлениям мы двигаемся вперед, несмотря ни на какие сложности, и нас это очень радует. Отношения России и Китая на таком высоком уровне способствуют не только процветанию и развитию двух стран, но также и установлению баланса на международной арене. Мы бы хотели и в новом году продолжать плодотворно сотрудничать с российской стороной, наращивать взаимное доверие и поддержку. Тема экономического сотрудничества звучала и на встрече Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абе. Впрочем, в детали углубляться не стали. Для подробного обсуждения еще будет время. В декабре российский президент отправляется с визитом в Японию. О его необходимости говорили уже давно, и этот разговор в Лиме, кстати, третий за год, возможность окончательно согласовать весь перечень тем, которые предполагается обсудить меньше, чем через месяц. Впрочем, уже сейчас можно говорить о значительном улучшении отношений. Это было заметно и потому, как по-дружески, подчеркнуто на «ты» обращался к Владимиру Путину Синдзо Абе. Он поблагодарил российского президента за теплый прием в сентябре на экономическом форуме во Владивостоке и заявил, что не намерен оставаться в долгу. Мне бы хотелось, чтобы твой визит начался в моем родном городе Нагата, где с нетерпением ждут твоего приезда. Ты будешь жить в традиционной японской гостинице с горячими источниками. Потом мы поедем в Токио, где обсудим вопросы экономического сотрудничества и вопросы мирного договора. Что касается политического диалога между нашими странами, он в последнее время заметно активизировался. Мы возобновили некоторые механизмы, некоторые инструменты, которые позволяли нам двигаться вперед в двусторонних отношениях. Имея в виду консультации по линии МИДов, на встрече министров иностранных дел, министров обороны. Недавно прошла встреча на уровне руководителей Совета Безопасности. И продолжается активная работа по реализации ваших инициатив, направленных на активизацию торгово-экономических отношений. Сегодня есть хорошая возможность сверить часы всем этим направлениям. Кроме двусторонних переговоров на высшем уровне, российский президент также принял участие и в заседаниях делового консультативного совета АТЭС, который занимается развитием свободной торговли в масштабах всего региона. Для глав государств и правительств представители крупного бизнеса подготовили совместный доклад, в котором высказали свои предложения по улучшению бизнес-климата. Больше о делах в первый день саммита не говорили, тем более, что основные встречи АТЭС запланированы на воскресенье, а субботний вечер завершился традиционным торжественным приемом, который устроил в честь гостей президент Перу. Михаил Акинченко, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов, Павел Рудаков. Первый канал, Перу.